В мире существует множество хороших футболистов, которые провели прекрасные матчи и показали высший класс в игре, стали звездами и забили сотни хороших голов. Но лишь немногие моменты отпечатываются в памяти болельщиков настолько, что один гол становится визитной карточкой футболиста на всю его жизнь. Самые незабываемые 20 голов в истории футбола это подтвердят. Ван Перси, Нидерланды, Испания, 5-1. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии нападающий сборной Голландии Робин Ван Перси забил один из лучших голов за всю историю чемпионатов мира в ворота сборной Испании. В последние минуты перед перерывом передача слева, и Ван Перси, прогнувшись рыбкой, забивает головой мяч в ворота Касильяса. Матч закончился разгромной победой Нидерландов со счетом 5-1. Отметим, что Ван Перси является единственным игроком, начиная с 1966 года, который забивал на чемпионате мира обеими ногами, головой, а также прямым ударом со штрафного и с пенальти. И хоть нидерландский футболист уже ушел с футбольного поля, окончив свою карьеру, этот гол навсегда остался в памяти болельщиков и даже породил удивительное явление под названием «Ван Персинг». Это произведение футбольного искусства не только номинировалось на звание самого красивого гола Мундиаля, но и было запечатлено на коллекционных монетах, которые чеканил Королевский монетный двор после окончания чемпионата, 80% из которых болельщики и нумизматы выкупили еще до официального старта продаж. Роналду, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, 1-0. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на Сантьяго-Бернабеу форварду Реала Криштиану Роналду пришлось подпрыгнуть на высоту почти 3 метра, чтобы забить этот незабываемый гол. С помощью компьютерных подсчетов стало известно, что Роналду подпрыгнул на высоту в 1 метр и 23 сантиметра. Учитывая рост футболиста, который составляет 1,89 сантиметров, мяч попал в ворота с высоты более 3 метров. Этот гол настолько запомнился болельщикам, что на площади в центре Лондона установили аттракцион, где любой желающий мог попробовать выиграть 1000 фунтов с одним условием – прыгнуть как Роналду или выше и попробовать ударить головой по картонному мячу, установленному на высоте 265 сантиметров. Удалось это лишь одному высокому парню, который за свой прыжок получил вознаграждение в 1000 фунтов стерлингов. Напомним, в данный момент Криштиану Роналду является нападающим итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии, в составе которой он есть капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. Месси, Барселона, Манчестер Юнайтед, 2-0. Если бы нападающий футбольного клуба Лионель Месси вспомнил свой лучший гол, это точно был бы его удар в ворота Манчестер Юнайтед во время Лиги чемпионов 2009 года. Месси получил длинную передачу с правого фланга и попал в дальний угол ворот соперника. Стоит отметить, что тогда Барселона в финале Лиги чемпионов обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 2-0, а сам Месси считается рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и испанской Барселоны. Кроме того, его порой называют новым Марадоной за его техничную игру и высокую результативность. Месси является одним из самых одаренных и талантливых атакующих полузащитников современности, а в 2012 году журнал Time внес его в список 100 самых влиятельных людей мира. Роберто Карлос, Бразилия, Франция, 3-3. В 1997 году бразилец Роберто Карлос нарушил все законы физики, забив феноменальный гол в ворота французов, который считается одним из самых красивых в истории футбола. При ударе бразилец использовал подкрутку мяча, а если говорить научным языком, эффект Магнуса, суть которого заключается в том, что когда мяч набирает скорость, встречный поток воздуха обтекает его, другой поток, наоборот, вместо обтекания отталкивает мяч. Получается, что мяч толкает воздух в одном направлении, вниз, а сам воздух толкает мяч назад, в противоположном направлении, вверх. Из-за этого мяч в полете отклоняется в направлении вращения. Французские ученые в 2010-м пошли дальше и провели еще ряд экспериментов, обнаружив, что мяч закручивается по спирали, как раковина улитки. Конечно, сыграли свою роль и другие факторы: погода, скорость ветра, сила удара и расстояние до ворот. Звезды сошлись, и Роберто Карлос смог забить мяч с идеального расстояния в 35 метров. Если бы Робби ударил с более близкого расстояния, мяч не успел бы закружиться и прошел бы мимо штанги. Если бы этот удар был нанесен с 45 метров, мяч не то что не попал бы в ближний угол, а прошел бы мимо дальнего угла, так как начал бы закручиваться по спирали и еще сильнее. Какие бы физические законы и формулы ни лежали в основе удара, этот невероятной красоты гол останется в истории футбола, как и сам Роберто Карлос, ставший впоследствии чемпионом мира 2002 года, трехкратным победителем Лиги чемпионов и вошедшим в список FIFA 100. Руни, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, 2-1.
А этот гол в исполнении Уэйна Руни в 2011 году набрал более миллиона просмотров за 2 дня. Во время матча Манчестер Юнайтед-Манчестер Сити, получив передачу с правого фланга, Руни делает феноменальный удар ножницами, благодаря которому футболист принес победу Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Роналдо, Реал Мадрид Ювентус 3-0. Еще один удар ножницами через себя, но уже в исполнении Криштиану Роналдо, признан одним из лучших не только в истории футбола, но и в карьере самого футболиста. Великолепный удар пятикратного обладателя золотого мяча помог Реалу победить Ювентус со счетом 3-0. Златан Ибрагимович, Швеция-Англия 4-2. В 2012 году шведский защитник Златан Ибрагимович в товарищеском матче с Англией забил 4 мяча в ворота соперника и тем самым помог команде одержать победу со счетом 4-2. Но один из этих голов, забитый в компенсированном времени, был поистине шедевральным. Вратарь англичан Джо Харт выскочил за пределы штрафной, пытаясь вынести мяч ногой, но закинул его за спину Ибрагимовичу. Златан, не разворачиваясь, с 25 метров ударил по мячу в падении через себя, забросив его в правый угол ворот, тем самым в очередной раз подтвердив свое звание лучшего бомбардира в истории сборной Швеции. Сисе, Ньюкасл-Челси 2-0. Судьбу матча Ньюкасл-Челси решило высочайшее индивидуальное мастерство Паписа Сисе, который забил эффектнейший мяч в дальний угол ворот соперника с левого фланга под острым углом. Тем самым клуб Ньюкасл одержал победу в матче на чемпионате Англии сезона 2011-2012, обыграв соперника со счетом 2-0. Напомним, что сенегалец Папис Сисе в состав клуба Ньюкасл Юнайтед присоенился в январе 2012 года и на протяжении второй половины сезона 2011-2012 в 14 матчах, проведенных за команду из Ньюкасла, смог отличиться 13 забитыми голами. Пато, Милан-Барселона 2-2. А этот гол в исполнении нападающего Милана Алешандро Пато признан 5-м среди самых быстрых голов в истории Лиги Чемпионов. Пато поразил ворота Барселоны на 24-й секунде от начала матча, тем не менее, поединок окончился с общим счетом 2-2. Бразильский футболист, воспитанник известного интернационала, заслужил множество титулов, в том числе в составе сборной Бразилии. Месси, Барселона-Ливерпуль 3-0. И вновь в списке самых невероятных голов мяч, забитый Месси. В первом полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2018-2019 Барселона разгромила Ливерпуль со счетом 3-0, а гол форварда Барселоны со штрафного в ворота Ливерпуля назван лучшим в этом сезоне Лиги Чемпионов. В великолепном матче аргентинец оформил дубль. Халк, Зенит-Севилья. Не каждый попадает в ворота с такого расстояния. Тем не менее, это блестяще удалось невероятному Халку, который как раз и известен хорошим дриблингом, отличным дальним ударом и точным пасом. Забив мяч с расстояния 40 метров в ворота соперника, Халк помог «Зениту» одержать победу над Севильей в 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА в сезоне 2014-2015. Бразилец Живанильдо сегодня считается футболистом с одним из самых сильных ударов. Кажется, его прозвище полностью оправдывает себя. Азил, Арсенал-Лудогорец 3-2. Иногда футбол — это чистое искусство. Доказательством тому красивый и четкий гол полузащитника Арсенала Месута Азила в ворота лудогорца. Немецкий Месси, как его еще называют, мастерски перебросил мяч через голкипера, обвел вокруг пальца 2 защитников и аккуратно отправил мяч в угол сетки ворот. Великолепный гол Озила на 89-й минуте матча получился не только невероятно красивым, но и невероятно важным, обеспечив команде волевую победу, а вместе с ней равенство очков с ПСЖ в своей группе Лиги Чемпионов. Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, Сандерленд 3-1. Шедевральный удар в стиле скорпиона от полузащитника Манчестер Юнайтед в ворота Сандерленда получил награду за лучший гол в 18-м туре английской премьер-лиги. Генрих Мхитарян забил пяткой через себя мяч в ворота соперника. К счастью, судьи не заметили офсайда, хотя это именно тот случай, когда ради такого красивого удара можно закрыть на это глаза. Не зря на своей родине в Армении Мхитарян 8 раз заслуженно признавался футболистом года, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Армении. Оливье Жиру, Арсенал Кристал Пэлас 2-0. Продолжает рейтинг лучших голов еще один удар Скорпиона, на этот раз от Оливье Жиру. Получив дежурную передачу Алексиса Санчеса в штрафную, он делает удивительное движение левой ногой, забив гол пяткой через себя в ворота Кристал Пэлас, который проиграл в том матче со счетом 2-0 в пользу Арсенала. Отметим, что эффектный атакующий дуэт с Санчесом Жиру стал оформлять с 2014-го, не промахнувшись и на этот раз.
Андрей Шевченко, Милан Ювентус. Андрей Шевченко забил множество красивых голов за свою карьеру, но гол в ворота Ювентуса в 2001 году – один из лучших в истории футбола 21 века. Украинец обошел несколько соперников и невероятным ударом перекинул Буффона, забив мяч в девятку, практически 40 метров. Шевченко по праву носит титул одного из самых результативных бомбардиров еврокубковых турниров за все сезоны. Марио Манджукич, Ювентус Реал Мадрид, 1-4. Этот эффектный мяч от игрока Ювентуса Марио Манджукича занял первое место в рейтинге лучших голов Лиги чемпионов сезона 2016-2017. На 27-й минуте финального поединка между туринским Ювентусом и мадридским Реалом нападающий итальянского клуба Марио Манджукич сравнял счет, забив мяч через себя в дальнюю девятку. На перерыв команды ушли при счете 1-1. Правда, во втором тайме Реал, забив трижды, выиграл 4-1. Позже Марио Манджукич заработал титул автора автогола и гола в ворота соперника сборной Франции в решающем матче чемпионата мира 2018 года. Шачири, Швейцария-Польша, 1-1. И опять великолепный мяч через себя. На этот раз в исполнении швейцарца Шердана Шачири. В поединке между Швейцарией и Польшей полузащитник с линии штрафной выполнил великолепный удар, забив мяч в ворота сборной Польши, благодаря чему поединок закончился ничьей со счетом 1-1. По результатам голосования этот мяч признан самым красивым голом чемпионата Европы 2016, набрав более 58% голосов. Павар, Франция-Аргентина, 4-3. Лучшим голом чемпионата мира в России 2018 года стал мяч француза Бенжамена Павара. В 1/8 финала турнира он роскошно из-за пределов штрафной поразил дальний угол ворот Аргентины, сравняв счет в матче. Этот эффектный гол помог Франции победить соперника со счетом 4-3 и продолжить борьбу за титул чемпиона мира, который она в итоге и получила. Тем самым Павар получил титул чемпиона мира 2018. Роналду, Португалия-Испания 3-3. Но гол француза хоть и стал лучшим, но был отнюдь не единственным незабываемым ударом в истории чемпионата мира 2018. Непревзойденный Роналду стал звездой номер 1 в поединке между географическими соседями и командами с сильнейшими игроками – Португалией и Испанией. Форвард спас команду от поражения на 88-й минуте точным ударом со штрафного, оформив хэт-трик. Уже на 2-й минуте встречи звездный форвард Реала простым финтом застал врасплох Начо Фернандеса, и арбитр без тени сомнений указал на 11-метровую отметку. Судьям даже не понадобилась информация от системы видеопомощи, настолько явным был фол. А за 3 минуты до окончания основного времени встречи Криш выиграл единоборство с Жераром Пике, вынудив именитого защитника нарушить правила, и заработал опаснейший штрафной прямо напротив ворот Де Хеа. Криштиану уверенно обвел стенку из 7 игроков, оформив первый хэт-трик на чемпионате мира в своей профессиональной карьере и 51-й в истории турнира вообще. Таким образом, форвард впервые в своей карьере забил прямым ударом со штрафного в финальной части международного турнира. И хоть этот напряженный поединок закончился ничьей со счетом 3-3, он безусловно стал одним из самых зрелищных на чемпионате. Тони Кросс, Германия-Швеция 2-1. И закрывает рейтинг незабываемых голов в истории футбола мяч, забитый Тони Кроссом в поединке между Германией и Швецией на чемпионате мира 2018. С самого начала матча шведы активно атаковали ворота немца Мануэля Нойера. Немцы же начали ответную атаку на 40-й минуте, но мяч отрикошетил. В добавочное время немец Антонио Рюдигер нарушил правила. На этом команды разошлись на перерыв. Второй тайм начался с удара Швеции, который вытащил Нойер. В последние минуты основного времени шведы чаще оказывались у немецких ворот, а позже арбитр добавил 5 минут к основному времени. За минуту до его окончания Германия заработала штрафной, чем по полной воспользовался Тони Кросс, отправив мяч в дальний угол ворот соперника, заработав победу команде со счетом 2-1. Браво! Таким образом, чемпион мира 2014 Кросс забил один из лучших мячей чемпионата 2018. Помимо звания чемпиона мира, игрок носит титул первого немецкого игрока в истории, ставшего 4-кратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также первого в истории 5-кратного победителя клубного чемпионата мира.